небольшие суммы связаны с перечислениями от наших крупных предприятий. От компании «Лукойл» там порядка 9 миллионов рублей и компании «Монди» в этом году 105 миллионов рублей, на следующий год 110. Это на ремонт дорог, наверное, вы это уже слышали. У нас будет изменена наша расходная часть, она будет увеличена чуть более почти 700 миллионов рублей. Это означает, что достаточно серьезное сокращение происходит внутри программ, внутри ведомства. Ну, вы знаете, что позиция федеральных структур, Минфина федерального, о том, что необходимо было сократить порядка 10% практически по всем программам. То есть эта работа была произведена. За счет этого нам удалось снизить, Минфину Республики Коми удалось снизить дефицит бюджета Республики Коми, он будет снижен сейчас на 1,2 миллиарда рублей, и в том числе и снизить нашу нагрузку долговую, порядка 600 миллионов рублей, госдолг у нас уменьшится. И если говорить по, скажем, по процентам, то если по дефициту у нас неплохая ситуация, порядка 12% у нас дефицит, скажем, такие федеральные значения, это порядка 15% от бюджета должно быть, то, к сожалению, по госдолгу пока не удается его снизить на уровень прошлого года. Если в прошлом году это порядка 69%, 70%, в этом году уже госдолг перевалил за 70%, это из тех негативных моментов. Расходная часть связана увеличение, и в том числе за счет федеральных средств, связано со следующими видами. Это традиционно наши стройки, реализация адресной инвестиционной программы. Здесь самая крупная стройка – это строительство школы в городе Сыктывкар по улице Петрозаводской на 1200 мест. Мы получаем федеральные средства, более 500, около 560 миллионов рублей. В том числе мы не вынуждены, а направляем свои, в том числе средства республиканского бюджета, более 200 миллионов рублей. В целом стройка, на эту стройку направлено 804 миллиона рублей. Кроме этого, у нас, мы надеемся, что все-таки будет завершаться несколько строек. Это детский сад Селия Обячева направляется 30 миллионов рублей. Это санаторий Серегова более 100 миллионов рублей. Ну и в том числе на совещании, которое мы обсуждали бюджет вчера, мы говорили о том, что раз средства направляются, хотелось бы завершения этих строек. И появляются у нас новые стройки. Это выделяется в этом году 50 миллионов рублей на начало строительства бассейна в городе Сосногорск. Кроме этого, значит, по новым стройкам, это в рамках соглашения с «Лукойлом» принято решение о строительстве в поселке городского типа Ярига жилого дома. Это часть нашего общего большого соглашения с «Лукойлом», скажем, наше софинансирование. Ну, достаточно большое направление, оно и социальное, и с строительством, и с приобретением связано с выделением средств на строительство и приобретение жилья для детей-сирот. В этом году сумма достаточно серьезная, более 400 миллионов рублей, в том числе получаем и средства из федерального бюджета. Но опять же, вчера мы на совещании поднимали вопрос, что главное сегодня эти средства осваивать, потому что вынуждены признать, что даже те средства, которые были ранее, они освоились не в полном объеме. Традиционно серьезная расходная часть связана с социальным направлением. Здесь будут выделены с федерального бюджета на региональные доплаты к пенсии. Значит, здесь сумма достаточно значительная, более 420 миллионов рублей. Также традиционно на апрельской сессии нам предоставляются средства на социально значимое лекарственное обеспечение. Здесь сумма порядка 200 миллионов рублей. Также выплаты, связанные с переездом наших медицинских работников, кто получил высшее образование в сельскую местность, порядка 30 миллионов рублей. Ну, наверное, знаете, что принято решение о единовременных выплатах так называемым детям войны, то есть совместно с, скажем, связкой с законом о внесении изменений с 55 РЗ будут вноситься изменения, в том числе в росписи Минсоцтруда. То есть здесь не производятся дополнительные средства, это в рамках, скажем, данного ведомства. По муниципальным образованиям каких-то больших изменений нет, но вы знаете, что был выделен грант в городе Сыктывкар 50 миллионов рублей, мы эти средства закрепляем. Ну, я так понимаю, администрация приняла решение, что часть средств будет направлена на приобретение автобусов на газомоторном топливе, поэтому часть средств сегодня уже закрепляется за Минпром, за Министерством промышленности, и они пойдут на первоначальный взнос по лизинговым платежам на приобретение данных автобусов. Ну и мы вынуждены направить средства, 28 миллионов рублей, на Каркировский район, на погашение тех задолженностей, которые сегодня есть, в связи с тем, что у них, вплоть до того, что у них сегодня закрытые счета, соответственно, депутатами будет принято решение, мы рассчитываем, что будет принято решение направления данных средств.